Бидзин Авалиев, один из лучших кардиологов республики, работает в больнице Знаурского района. За медицинской помощью к Валиеву обращаются не только местные жители, а также из-за пределов республики. Внимательный врач и хороший человек. Именно так о нем отзываются пациенты. Сам Валиев перенес 5 операций. Из-за тяжелой болезни ему удалили легкое. Произведено стентирование коронарных артерий. Но вопреки всему доктор Валиев не перестает неустанно трудиться на благо народа. Однако условия проживания выдающегося врача оставляют желать лучшего. Отцовский дом давно устарел. Не так давно здесь случилось возгорание дымохода. Благо пожарные подоспели вовремя. Проживание на 2-м этаже дома представляет серьезную угрозу, поэтому Валиеву пришлось перебраться в подвальное помещение, непригодное для жилья. Стены помещения покрыты плесенью, представляющей угрозу для здоровья. Чревато, кроме аллергических реакций, также астмой и онкологическими заболеваниями. Герой нашего сюжета страдает как раз от одного из этих заболеваний. Нема фандорд геошан. У меня очень много родственников в Северной Осетии, во Владикавказе. Куршан чвет, уйдем шошу условия такое. Шум охма и комната на иве тоже датинма шархам. Фаламана орд геошан мене фанд. Бидзин Авалиев после окончания школы выбрал профессию врача, поступил в Североосетинский медицинский институт. После учебы по распределению начал работать в Белгороде. Работал и в железнодорожной больнице Грузии, вплоть до заведующего кардиологическим отделением. Пациенты не устают благодарить доктора Валиева, называя его врачом от Бога. Разумеется, что таким специалистам, достойнейшим гражданам республики, необходимо создавать условия, элементарные условия для достойного проживания. Большего доктор Валиев и не требует. Валиев Бидзина, к которому я обратилась по поводу своего состояния здоровья, очень хороший врач. Это врач от Бога. Я 2-й раз обратилась к нему, и по сравнению с первым посещением, мое состояние стало лучше. Улучшилось на все 100%, наверное, можно так сказать, после его назначения. Я считаю, что всесторонне постараться, чтобы ему создать все условия, чтобы он смог и дальше вести вот такую миссионерскую работу, так скажем. Бидзин Авалиев просит помочь ему в улучшении жилищных условий или хотя бы выделить жилой вагон. В меру возможностей Валиева поддерживают коллеги, отмечающие, что возьмут на себя обустройство и ремонт жилого вагона, если его выделят. Глава администрации Знаурского района подчеркнул, что Бидзин Авалиев профессионал своего дела. С условиями жизни врача в администрации знакомы, и власти района, если не могут построить дом своими средствами, то обязательно обратятся к правительству для решения вопроса. Я хажар авартафинам. Тингев зароварис, я хажар шаранжнай. Хажар ивдару прхкаринам. Меня вышел доход, то уже МЧС пожарнита визовый башилисты. Я хажар самиканы джуя ко дима хода суже. Я крыша Юрги форс бидегер. Артетто. Факасенко, одним словом, шамай целия фараст яварта фахуздару. Фаламохан набун навшаманин хажар сама мен факасан фаланабун джени мен хишад вертен вагон самал канаму. Оштак гавзан доктор шамай районяша ви نيجان يا خيرت دارن جورن چم جاجقا مرشو آلوسلوی در دامدن و جنیز کسته بنات در دامدن ساجستم فعلی خود تکود منه یه رایون بیره ورزه بیت خیلی نکو مردگی مایت خیلی چرا اون بیرد آخر قدیمه که
Родственники предлагают Бидзене переехать во Владикавказ, где смогут ему помочь с жильем. Но врач категорически против этой идеи, потому что не может оставить родную землю, отцовский дом и требующих его перманентного внимания пациентов. Алена Алтаева, Заур Остаев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня.